Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вас порадует? В чем вам повезет? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя, так и спросите, что меня порадует и в чем мне повезет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вас порадует и в чем вам повезет. Так, мои дорогие, ну прекрасно. Здесь у нас и чаша вышла. И смотрите, какая прекрасная русалка, да. И пара у нас вышла. Да, замечательно. Ну, давайте начнем по порядку. Смотрите, у вас сейчас, скорее всего, либо в семье, либо в доме есть какое-то недопонимание, либо какие-то проблемки, а у кого-то и большие проблемки. Дела ваши идут с каким-то переменным успехом. И вы печалитесь, вы пытаетесь решить эту проблему, но не понимаете, что вашу энергетику, что ваши, может быть, какие-то ресурсы тягает какой-то человек. Да? У вас просто в наглую забирает. Это может быть кто-то из близких, из семьи, либо человек, который имеет доступ к вам, к вашему жилищу. Человек внутри прогнил, завистливый человек, такой, я бы даже сказала, с подлецой, да, с гнильцой. Но вы этого человека любите, либо очень хорошо относитесь, либо, знаете, как он у вас ворует. То есть на вашей любви, на вашем хорошем отношении выстроена вот эта труба, да, с которой он тянет вашу энергетику и вашу ресурсность. Как будто бы вы человеку постоянно, на постоянной основе что-то даете, либо помогаете, подсказываете, жалеете этого человека. У кого-то это может быть муж, с которым вы живете, да, и муж там такой, знаете, объелся груш. Ни толку, ничего от него нет, да, но при этом вам жаль этого человека, вы очень сильно к нему привязаны. У кого-то может быть кто-то из подруг, да, например, там, либо родственников, постоянно к вам приходит, что-то выпрашивает, плачется, ноется, да, а вы жалеете этого человека. Вот прям присмотритесь к своему окружению. Каждый для себя поймет, кто. Почему я так говорю? Потому что я вижу, что у вас очень сильная интуиция. Я это вижу. И вы, скорее всего, и чувствуете, кто вам мешает. Потому что у вас именно идет помеха от человека. Человека, который рядом с вами находится. Как только вы избавитесь от этой помехи, у вас сразу же начнутся улучшения. Причем улучшения очень качественные. Это касается как и вашего кошелька, так и вашего состояния здоровья, так и атмосферы вашего дома. Вот попробуйте хотя бы, как избавляться. Ну, каждый для себя, конечно, путь найдет. Но я вам посоветую это немножечко этого человека блокировать, да? Либо меньше внимания уделять, либо меньше, извините, этому человеку прям как выхаживать, да, этого человека, решать за него проблемы. Немножечко подумайте о себе, о своем счастье. Займитесь спортом, займитесь какими-нибудь, может быть, своими увлечениями, хобби. Уделите время себе, своему здоровью, своему хорошему настроению. И вы увидите, что это принесет вам очень хорошие перемены. Да, так я вижу. Так, следующий момент – это перетягивание каната. Но, скорее всего, это у вас либо на работе, либо по соседству. С кем-то вы постоянно что-то делите. Постоянно, да? Какая-то может быть борьба, конкуренция, внутреннее состояние конкуренции. Вот очень хочется победить, да? Любой ценой. Есть соблазны. Вот, а у вашего человека то же самое. Вы на самом деле две очень сильные личности, и вы оба достойные люди. Но вам дружить надо. Вам не бороться нужно, а именно дружить. Если вы будете объединять свою энергию, а не перетаскивать, да, не тратить энергию на борьбу, а, например, соединиться в каком-то общем порыве, да, в какой-то, может быть, кооперации, да, и двигаться вперед, вы знаете, будет прекрасный результат. Вам бы с этим человеком, не знаю, бизнес совместный придумать и вести. Вы прям всех конкурентов уделаете.
Вам нужно договариваться с этим человеком. Не бороться, а договариваться. Попробуйте начать первым. Либо первое. Протяните руку. Руку дружбы, да, руку примирения. И посмотрите, как человек отреагирует. Человек сразу же среагирует, потому что он тоже устал. Тоже есть усталость. И тоже есть запрос не на борьбу, но на дружбу. Понимаете? Вот этот момент. Вы должны помириться с этим человеком. Вот кто бы ни был, да, сосед, конкурент на работе, может быть, какие-то там, не знаю, родственники, приятели, вы должны помириться обязательно. И при этом инициатива будет ваша, да, от вас должна исходить, потому что вы сильнее, потому что вы умнее, вы мудрее должны быть. И вот этот потом союз в будущем, ваш дружеский союз, вам, знаете, вот серьезно говорю, я вижу, что вы какое-то дело придумаете, либо работу, либо дело, либо бизнес, что-то вы вместе будете делать. То есть вы, вот ваш симбиоз, он будет какой-то очень успешный. Вы настолько хорошо дополняете друг друга, вы настолько похожи и вот похожи вот в силе характера, в стремлении, но у вас у каждого свой талант, каждый имеет свою способность. Если вы объедините, знаете, цены вам не будет вот вашему союзу и такой силе, да, вот такой энергии, которую вы вместе сможете преобразовывать. Подумайте об этом. Дальше семейные отношения, семья. Знаете, вот тут детки, которые постоянно, вот смотрите, за маму держатся. Да, у кого такие детки? Либо мама очень сильно переживает, не может отпустить деток в современную, да, жизнь. Страшно, да, вдруг обидит, вдруг что-то не так пойдет. Мама, может быть, не может построить отношения, потому что переживает за детей, да, либо как там дети воспримут, или это же я не смогу полностью растворяться в своих детках, как же я буду строить свои отношения? Мои дорогие, все вы сможете. Вы должны одно понять, что ваши дети, они либо выросли, либо это их жизнь, судьба. Они должны сами проходить свой путь, учиться на своих ошибках. Чужой опыт, он прекрасен. Чужой опыт, он не всегда усвояемый, понимаете? Вы можете 1000 раз рассказать там какую-то свою историю, своего личного опыта, но ваши дети по-своему проживут этот момент. Лучше любите, поддерживайте, говорите, что верите, говорите, что всегда можно рассчитывать на меня, но не надо их за руку водить по жизни. Сами разберутся. Да, может быть, кто-то ошибется, может, шишку набьет, но тем не менее, это будет их шишка. Это им будет полезна эта шишка. Не надо так сильно усердствовать. Вы знаете, вам личное счастье идет. Личное счастье, знакомство, общение. Вообще у вас в окружении есть человек, который в вас влюблен. И этот человек уже не может терпеть. Ждите, что вам будут признаваться, либо намекать на чувства. Да, вот человек вот, может быть, как-то очень робко, неумело попытается сказать о своих чувствах, о своих эмоциях. А человек очень искренне будет говорить, вы ему поверите. Но выбор будет за вами. Знаете, может быть, у вас сомнения по поводу этого человека, либо его нерешительности. Вы сильная, и вы человека под стать себе ищете сильного. И такой сильный человек появится. Обязательно появится, причем знакомство будет в интернете, скорее всего. Интернет, либо через кого-то вы познакомитесь. Знаете, может быть и любовь, а может быть и прекрасная дружба с таким же сильным человеком, как и вы. В любом случае, выбирать вам. Но я вижу, что у вас как будто бы два поклонника, да, и один вам что-то предлагает, и второй вам что-то предлагает, а вы выбираете, вы думаете. Но смотрите, вам ни в коем случае нельзя входить в треугольники, потому что если вы войдете в треугольник, вы можете и того, и другого потерять, да, обидеть и того, и другого. Лучше подумайте для себя, либо честно скажите, что, ну, есть у меня еще один кавалер, да, либо я там дружу с человеком. Вот честность, вот очень важно, чтобы вы честно говорили. Дальше. У многих момент безденежья идет. Безденежья, либо долгов, либо не ваши долги, но вы как будто бы выплачиваете чужое. Либо кто-то вас подставил в такую неловкую ситуацию, да, вас вовлек. И вы переживаете, где деньги брать, как с этим справляться. Вы знаете, у вас появится какой-то покровитель, либо тот, кто даст вам ценные знания, благодаря которым вы сможете рассчитаться, либо что-то вот как-то переиграть, либо вам на уступки, например, банк пойдет. Что-то произойдет, да, благодаря какому-то знанию, какой-то науке, какой-то подсказке, какому-то совету вы сможете облегчить свое вот это долговое бремя. И будете этому очень рады. Вы знаете, вы справитесь. Вот те кредиты, долги, которые у вас есть, они будут выплачены, а кто-то найдет такой путь, что вам все спишут. Вот прям, ну, как
не знаю, как это называется, банкротство может быть какое-то, да. То есть что-то будет списано, вернее, все будет списано, но это не для всех, это может быть 1-2 человека всего лишь найдут такой путь. И для вас это будет очень прям такое, ну, как счастливое событие, да, облегчение придет в вашу жизнь. Ну, а другие выплатят с чистой совестью, начнут новую жизнь, и деньги к ним сразу пойдут, и возможности будут. Знаете, тут такое впечатление, что человек должен был потерять все, чтобы получить гораздо больше. И вы так больше получите обязательно. Здесь по вот этому хвостику есть какая-то иллюзия, да, какое-то заблуждение, либо в ситуации, либо в человеке. И вам придется посмотреть трезво на ситуацию, либо на человека. Придется признать, что где-то вы заблуждались, либо вы ждали невозможного от кого-то, либо от чего-то. А здесь, возможно, от чего-то придется отказаться. Но отказавшись от малого, вы выиграете в большем. Знаете, вот прям хвост отпадает, да, при этом у вас коробочка какая-то идет. Какой-то вот прям подарок судьбы, возможность какая-то открывается. То есть разочарование, да, которое вы испытаете, сменится на большую радость. Радость от того, что я получила, наконец-таки, заслуженное, обещанное, у меня это есть. Так, еще. Здесь момент такой. Везение в каких-то переговорах, разговорах, в получении нужного от, может быть, государства, да, каких-то, может быть, организаций, может быть, банков, может быть, каких-то людей, да, там где-то вы будете ходить, где-то вы будете задавать какие-то, может быть, вопросы, может быть, у вас нерешенные проблемы, может быть, какие-то документы, разрешения, там, справки нужны, да, и вам там неожиданно повезет. Вам будут рады, вас будут встречать, и для вас будут готовы вовремя и документы, и требуемые, например, какие-то справки. Все будет сделано. Здесь вы можете быть спокойны, смело можете идти в любое время, в любой срок, заниматься теми делами, которые у вас прям насущные, да, за которые вы, кстати, очень переживаете. Кто-то за суд переживает, кто-то переживает не за себя, но за другого человека. Но при этом вы очень активно участвуете в этом процессе. Я бы даже сказала, что все на вас и держится, да. То есть вы не являетесь ответчиком, например, в суде, но при этом вы знаете все про это дело, и вы управляете всем этим процессом. То есть как будто бы вы, я не знаю, там сам судья, да. Вот кто за это переживает, все справитесь, все получится. Да, вы не своим делом занимаетесь, либо это не ваша вообще ситуация. Но тем не менее, благодаря вам эта ситуация сдвинется с мертвой точки и будет решена успешно, удачно будет решена. Кто-то, например, смотрите, вот человеку повезет в пути, в дороге, в путешествии, в поездке, в командировке. Вот все, что связано с длительным каким-то вот переездом, да, либо с длительным перелетом каким-нибудь, да. То есть вы куда-то отправляясь в путь, переживаете о том, как пройдет этот путь. Все хорошо будет, все пройдет очень успешно, очень удачно, благополучно для вас. Единственное, что я хочу предупредить, что очень важно понимать, что вы ответственный человек, что все документы, все там справки, паспорта, деньги, все должно быть вами проверено, сложено заранее. Знаете, вот есть такая примета, да, посидеть на дорожку. Она ж не просто так придумана. Когда человек садится, он начинает вспоминать, все ли я там взял, все ли я положил. Это как будто бы время, да, на подумать и перепроверить. Вот если вам выпадает какая-то дальняя дорога, обязательно воспользуйтесь вот этим посидеть на дорожку и подумать, повспоминать, все ли у меня на месте, все ли я взяла, все ли я подготовила. Это очень важно, чтобы все прошло успешно и удачно. У кого-то идут покупки интересные, покупки, связанные с любимыми людьми. Будете покупать что-то необычное, интересное для любимых людей. Либо, кстати, любимые люди что-то могут для вас приобрести. У кого-то вообще идет какой-то огромный подарок, прям долгожданный подарок. И подарок, о котором вы долго мечтали. Что-то прям такое, знаете, грандиозное, я бы даже сказала. А кому-то подарят животное. И это животное станет вам самым лучшим другом. Да? Кто-то скажет, да нет, какие животные, нет. Тут самим, да, там деться некуда. Но я вас уверяю, вам идет новая душа. Да? Душа, которая будет любить вас, сердечко, которое будет полностью принадлежать вам.
Кому-то вы станете мамочкой. Но это именно касается животного. Будет самое любимое, и вы будете самая любимая. И будете очень счастливы тому, что это прекрасное создание стало частью вашей жизни. Мои милые, песок очень хороший, очень добрый вышел песок. Единственное, что я еще хочу вам сказать, здесь у вас какой-то выбор отпадет. Здесь, смотрите, развилочка у нас такая стоит, да? И выбор, вам не придется выбирать. Вы думаете о каком-то выборе, либо вы переживаете за какой-то выбор. Но выбор этот, он не состоится. Вам не нужно будет выбирать, и вы не будете мучиться. Там обстоятельства сложатся совершенно другим образом. Там судьба берет все в свои руки, и за вас кто-то другой будет переживать. Да? Не вы, за вас будут переживать. Знаете, все для вас вот идет, как, знаете, как расчищают вам путь, расчищают вам дорогу. Знаете, вот вы с этим столкнетесь. Знаете, такие чудеса тоже случаются. И вы это заслужили. Поэтому вам дается такой легкий путь. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.